Вашему вниманию представляется видеообращение министра просвещения Российской Федерации Кравцова Сергея Сергеевича. Уважаемые коллеги, приветствую вас на августовских педагогических совещаниях. Прежде всего, хочу поблагодарить весь педагогический и управленческий состав системы образования за работу в прошедшем учебном году, за ваш бесценный труд и неравнодушное отношение к делу. Несмотря на все вызовы, мы успешно завершили год. Завершили его в штатном режиме, провели государственную итоговую аттестацию, единый государственный экзамен. Какие события стали ключевыми для прошлого учебного года? Это, конечно, работа в рамках объявленного президентом России годом педагога и наставника. Поддержка педагогов и повышение престижа профессии учителя остается нашей ключевой задачей и в текущем учебном году. Подчеркну, что сегодня в регионах проводится большая работа по поддержке и стимулированию педагогических работников. Прошу не снижать взятую планку, обращаясь прежде всего к руководителям субъектов Российской Федерации. Решением главы государства в марте этого года были удвоены надбавки классным руководителям и кураторам групп в колледжах, населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек. С 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5000 рублей станут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Это дополнительные средства, которые предусмотрены в бюджете к зарплате советников директора по воспитанию. Мы будем следить за тем, чтобы педагоги получали в срок все стимулирующие выплаты. Мы продолжим работать над снижением отчетности учителя и школы в целом. В этом нам помогают и ограниченный перечень документации, и сервис аналитики цифровой образовательной среды. Разработан конструктор по созданию рабочих программ, создан единый календарь образовательных событий. Давайте поговорим о наиболее важных составляющих учебного процесса. Школы страны начали работать по единым федеральным программам. Старшеклассники в прошлом учебном году стали заниматься по единым учебникам истории. Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена и в наступающем учебном году. По каждому из предметов появится единое календарное тематическое планирование. И, конечно, продолжится разработка единых государственных учебников. К концу этого года добавятся учебники истории для 5-9 классов и по обществознанию для 9 класса. При этом нами разработаны механизмы, которые способствуют уменьшению расходов на закупку учебников. Важное нововведение: с 1 сентября 2024 года во всех школах страны начинается изучение новых учебных предметов. Основа безопасности и защиты Родины и труд. Эти предметы формируют ценностное отношение подрастающего поколения к труду и профессиональной самореализации, к своей стране, ее обороне. Очень важно, чтобы все учителя были готовы качественно вести новые предметы. При организации обучения и воспитания наших детей важно использовать только проверенные электронные ресурсы. Главным инструментом в этом деле должна стать государственная информационная система «Моя школа», которая включает библиотеку электронного образовательного ресурса и цифровые сервисы. При этом нам важно помнить, что цифровые сервисы должны лишь дополнить и поддержать традиционную систему обучения, выступать ее главным помощником. Мы также продолжаем формировать единое воспитательное пространство. Сегодня уже все российские школьники, учителя, родители хорошо знакомы с проектами «Разговоры о важном» и «Россия. Мои горизонты». Мы хотим, чтобы дети не заучивали факты, даты, понятия, а по-новому взглянули на мир, который их окружает. Познакомились с богатством и традициями нашей страны, а также с приоритетными для отечественной экономики профессиями. В новом учебном году проекты будут продолжены. Прошу относиться к этим урокам не формально, а с душой.
этот год объявлен президентом нашей страны годом семьи. И потому тематика многих воспитательных мероприятий связана с семейными ценностями. При этом мы продолжаем вовлекать родителей в обсуждение актуальных вопросов в сфере образования и воспитания. В соответствии с поручением президента, совместно с Российским обществом знанием, активно ведем работу по формированию Всероссийского родительского комитета с соответствующими структурными подразделениями и в регионах, а также в муниципалитетах и школах. Большой и значимый пласт нашей работы – совершенствование образовательной инфраструктуры. Во всех регионах нашей страны строятся новые школы и ремонтируются существующие. Открываются точки роста, кванториумы, IT-кубы, где у ребят зарождается интерес к естественно-научному и инженерно-техническому образованию. Мы и дальше будем продолжать эту работу. Напомню, что с 2025 года программа капитального ремонта школ распространится и на детские сады, и колледжи. Важно создавать возможности для получения детьми качественного образования на всех этапах их взросления. Уважаемые коллеги, в условиях стремительно глобальных изменений как никогда важно сохранить и обеспечить развитие суверенной системы образования нашей страны. Мы все работаем на единую задачу. Единая образовательная программа и учебники, единая система воспитания, безопасность детей в онлайн-среде, современные детские сады, школы и колледжи – все это элементы суверенной системы образования. Коллеги, все, о чем я сказал, достижение всех этих задач невозможно без вашего участия, без четкого выполнения задач на уровне учебного заведения, муниципалитета, региона. Уверен, вместе мы сможем добиться многого. Желаю вам здоровья, вдохновения и успехов в новом учебном году. Участников Августовской конференции приветствуют наши юные воспитанники дошкольных образовательных учреждений. Что такое? Что случилось? Почему же все кругом завертелось, закружилось и помчалось кувырком? Может, едет президент? Нет. С телевидения я корреспондент? Нет. Мы на сцене, в этом зале. Почему же нас позвали? Чтобы здравствуйте сказать и чего-то пожелать. Мы желать, конечно, будем, только бы знать, кто эти люди. Здесь учителя и воспитатели, директора и администраторы, все почетные гости наши тут. Здесь говорят Анна и главный учитель. Эта конференция зовут. Благодарим сердечно за участие главу района, депутатов, местную власть и от души желаем много счастья от всех детей района и от нас. Здоровья, мира и благополучия, во всех делах удачного исхода. Пусть согревает вас во всех. Про отдых мы давно забыли, какой школе не чинен. Нам столько сами мы ядрили, что отдых скоро на интернет. Если вы бездельники, не любите учебники, тогда вам без сомнения нужны учителя. А если вы не умницы, гуляйте по улице и на себя любуйтесь, теряя время зря. Чтобы вырастить умелыми России, быть полезными всем детям, очень нужны учителя. Дорогие наши педагоги, успехов в труде вам, в любви и добра,
Скоро сентябрь, за работу пора. Умники и умницы не бегают по улице, без дела не тусуются и тратят время зря. У них одно желание — набрать много знаний. И к ним всегда на помощь идут учителя. Специалисты здесь высокий класс, и методом любым научат нас, определяют формы, содержание, поднимут уровень, успех образования. Терпение и творчество, упорство и победа – вот главные этапы в работе педагога. Все наши дети счастливы должны быть, и от вас зависит, быть или не быть. Пусть планов громадье ночами снится, есть шанс мечта в реальность воплотиться. Ведь могут все, хоть вовсе и не боги, Хунзарского района простые педагоги. Статей расходов есть немало, но истина дороже вас 100 крат. Ведь главное вложение капитала — сердца и души нас, ребят. Инновации, образование, модернизация. И стоят, как всегда, у руля терпеливые и упорные новаторы учителя. Слово главе муниципального района Хунзарский район Нурмагомеду Махсугаджиевичу Задиеву. Ассаламу алейкум. Добрый день. Уважаемые руководители образовательных учреждений, учителя, ветераны, участники августовской конференции. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас и в вашем лице всех педагогов Хунзарского района за труд, за преданность своему делу. От всей души желаю вам новых успехов и заявляю о своей поддержке в позитивных начинаниях каждого из вас. Основная государственная задача в сфере образования – формирование в общественном сознании отношения к образованию как высшей ценности гражданина и патриотического воспитания подрастающего поколения. По словам президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, Россия возвращается к традициям отечественного образования и воспитания. Здесь я хочу привести слова русского педагога Константина Ушинского. Воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории. Так распорядилась история, что спустя десятилетия после Великой Отечественной войны вновь приходится бороться с нацизмом, противостоять угрозам Запада. Наши солдаты, офицеры, добровольцы, достойные наследники поколения победителей опять сплотились и противостоят идеологическому натиску противника. И в сегодняшней ситуации на ведущие позиции снова выходит роль учителя. Учитель – идеолог своего родного аула, республики и страны. Мы должны рассказывать детям о героях, которые отстаивают интересы России в специальной военной операции, не жалея своих сил и жизни. Ни в одном регионе России нет такого количества героев, как в Дагестане, что говорят о мужестве наших земляков. Уверен, что это база воспитания и большой любви к родине они получили благодаря учителям. Еще раз хочу сделать особый акцент на исключительной роли образования и педагогов в становлении личности и призываю педагогов усиленно работать над воспитанием подрастающего поколения с чувством патриотизма и гражданской ответственности. Вы знаете, что 2021 год объявлен годом семьи в России, а в Хунзарском районе год посвящен Шарудину Шамхалову. Настоятельно рекомендую всем в детских садах и школах проводить мероприятия, приуроченные этим событиям, которые послужат сохранению духовно-нравственных ценностей наших детей. Из общения с людьми в районе видно, что все, что мы делаем определенные шаги в направлении развития образования в Хунзарском районе, есть уже хорошая динамика. Но есть и направления, где необходимо нам ускоряться, усиливать работу.
Всегда задаюсь вопросом, какие стартовые возможности мы даем детям, которые выпускаются из этих школ. Как они могут конкурировать с учениками других муниципалитетов и городов Дагестана. Каждый год на августовской конференции об этом говорю и еще раз напоминаю, что школа должна выполнять свою основную главную задачу – качественно учить наших детей. Главная наша задача – это преодоление разрыва между результатами обучения в школах, независимо от их комплектности и местонахождения. Доступность современных передавать знаний для всех детей Хунзарского района без исключения. Конечно, улучшение качества образования немыслимо без профессионального роста педагога. Напоминаю о необходимости непрерывного повышения квалификации педагогических работников. Каждая школа, особенно в сельской местности, является важным социокультурным центром. Сегодня, на мой взгляд, эта функция должна еще более расширяться. Школа может и должна стать, как сейчас принято говорить, драйвером экономического развития, в смысле воспитания предпринимательской активности, профессиональной компетенции у детей. В школах Хунзарского района функционируют кабинеты «Точка роста», различные отделения детской школы искусств и сеть творческих кружков ДДТ, где дети в полной мере могут раскрывать свои способности, получить различные компетенции. Я убежден, с развитием сельского хозяйства в нашей республике необходимо некоторым школам дать статус агрошкол и усилить работу в этом направлении. Патимат Хадисовна, я думаю, что нужно проработать вопрос перевода каких-то школ в нашем районе и сделать их агрошколами, потому что очень большое внимание сегодня уделяется сельскому хозяйству, развитию сельского хозяйства в республике. Я думаю, что и наш район не должен отставать от этого. Таким образом, дорогие друзья, мы должны дальше делать шаги, чтобы вывести образование Хунзарского района на уровень высоких стандартов. Дорогие друзья, в завершение я еще раз хочу повторить свой главный тезис. Достигнем ли мы высокой планки образованности наших детей напрямую зависит от вовлеченности не только педагогической и родительской общественности, но и представителей культуры, спорта, всего нашего общества. Только вместе, сложив уникальные компетенции, опыт и энергию, мы создадим условия для успеха наших детей. Еще раз поздравляю всех педагогов, ветеранов, родителей и учеников с наступающим новым учебным годом. Уважаемые учителя, директора, ветераны, педагоги, родители, я думаю, что роль учителя на сегодняшний день даже невозможно дооценить. Всегда говорят, там, медики хорошие, специалисты хорошие. Любой специалист выходит из ваших рук. Вот сегодня здесь дети, маленькие дети, они же врать не умеют. Они сказали, наши самые верные друзья – это учителя. И от вас они ждут будущего свое. Вот оно, наше будущее. Ради чего мы вообще отдаем детей. Вообще, что такое школа? Для чего она создана? Она создана для того, чтобы дать образование нашим детям, нашему будущему поколению. Если мы сегодня не дадим образование нашим детям, если мы сегодня не будем воспитывать детей в духе патриотического воспитания, в духе вот сегодняшнего дня, а что мы получим завтра? Куда мы отпустим этих детей, которые сегодня выпускаются из наших школ? Чем они будут заниматься дальше? Вот это наша самая главная задача – воспитать и дать образование нашим детям. Я вам желаю удачи, успехов во всем, мирного неба над головой и хороших, послушных и чуть-чуть хулиганистых детей. С наступающим вас праздником! Традиционно мы стартуем с августовского педсовета. Основным предназначением педагогических советов любого уровня является подведение итогов и планирование деятельности в тактической и стратегической перспективе, реализация планов и ожиданий, свойственных любому новому учебному году. Об итогах года, целях и задачах на новый 24-25 учебный год расскажет начальник отдела образования и администрации Патимат Хадисовна Гамзатова. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех приветствовать на столь важном, значимом мероприятии, на ежегодном августовском совещании. Августовская конференция – особая педагогическая традиция, согретая теплом последних летних дней и любовью к профессии. Это время отчета новых дел, нового витка жизни в образовании, знаменующего начало учебного марафона длиною еще на 1 год.
С этого года образовательная сеть Хунзарского района включает 34 общеобразовательных учреждений, 34 дошкольных образовательных учреждений и 4 школы сада. Численность обучающихся на начало на 26 августа 2024 года 2307 учащихся. Как вы сами видите, количество общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений уменьшилось из-за количества детей. Объединение школ и детских садов было неизбежно. Оно перспективно в плане выстраивания диалога в профессиональной сфере. Одним из важных направлений деятельности отдела образования является организация охраны сооружений и территорий образовательного учреждения с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и имущества, так как безопасность и здоровье детей на первом плане. Таким же важным показателем эффективности функционирования системы образования является качество результатов. В общем образовании качество – это не только качество процесса обучения, созданные условия, но и результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, уровень социализации выпускников, их удовлетворенность процессом обучения. В Хунзарском районе в 2024 году в пункте проведения ЕГЭ сдали ЕГЭ 108 учащихся. 100% успеваемость ЕГЭ имеют на сегодняшний день Гацатлинская школа, Мочевская школа, Новобуцринская школа, Абадинская школа, Тагадинская школа, Танусинская школа, Тлайлухская школа, Уздаросинская школа, Харахинская школа, Хунзарская школа номер 1 и школа номер 2. Уважаемые коллеги, 100% успеваемость, например, Тагадинской, Новобуцринской, Тлайлухской школы и 100% успеваемость Хунзарской школы номер 1, где 29 выпускников, конечно же, не одно и то же, вы это понимаете. И столько труда нужно вкладывать, чтобы 100% успеваемость иметь в таких школах, где такое большое количество выпускников. В этом году 7 выпускников получили медали первой и второй степени. В этом году для получения медалей, как вы сами знаете, намного ужесточились. Несмотря на новые требования, у нас немало медалистов. Если в прошлом году достаточно было сдать обязательных 2 предмета, математику и русский язык, на отлично, чтобы получить золотую медаль, но в этом году для получения медали необходимо было приложить больше знаний. На отлично или хорошо необходимо сдать 3-й предмет по выбору, чтобы получить медаль 1-й или же 2-й степени. В 2023 году школы выпустили 8 золотых медалей. Несмотря на более строгие критерии, количество медалистов в 2024 году, как вы сами видите, сохранились на уровне 2023 года. Русский язык наивысший балл 86, химия 73 балла, биология 83 балла набрал выпускник Абадинской среднеобразовательной школы Хабибов Зияудин Магомедович. История наивысший балл 84, обществознание 90 набрала Гитинова Патимат Ахмедовна, выпускница Хунзарской школы номер 1. На сегодня отрадно узнать, что все медалисты этого года стали студентами вузов ведущих городов России. Хабибов Зияудин поступил в Российский научно-исследовательский медицинский университет имени Пирогова, города Москва. Сатарова Аминат Сатаровна, Дагестанский государственный университет, юридический факультет. Баринова Сулхижат, Московский государственный институт международных отношений, город Москва. Магомедов Саид, Дагестанский государственный медицинский университет, город Махачкала. Гитинова Патимат, Казанский федеральный университет, город Казан. Гасамбекова Хава, выпускница Гацатлинской школы, Казанский федеральный институт филологии и межкультурных коммуникаций. И еще один выпускник у нас Тагадинской школы, но на сегодняшний день он поступил или нет? Арайпанат, что можете сказать? Поступил в медицинский колледж. Спасибо.
Вот как вы видите, результат непростой был, и как вы видите, результат на глазах. По итогам муниципального статистического аналитического отчета по результатам ГИА 2023 года отделом образования разработана дорожная карта по повышению качества образования. Созданы ассоциации учителей и предметников. Проведена работа над повышением квалификации учителей. Создана команда педагогов-наставников. Организовано участие в вебинарах и онлайн-курсах. Обучение на курсах повышения квалификации на новым образовательным стандартам на 23-24 учебный год прошли 62% всего педагогов нашего района. Также для повышения престижа успешной учебной и педагогической деятельности делается поощрение учащихся и педагогов. В 2023-2024 учебном году ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации были награждены работники образовательных организаций. Значит, почетный работник Российской Федерации награжден 23 учителя, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 1 учитель, заслуженный учитель Дагестана 3 и медаль Расула Гамзатова 1. Так, в муниципальном, также в районе реализуется дорожная карта по работе с одаренными детьми. Реализуется план муниципальных конкурсов по выявлению способностей детей. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и Олимпиада НРК в 2023-2024 учебном году приняли участие 367 учащихся образовательных организаций района. По итогам муниципального этапа в региональном этапе приняли участие 25 учащихся. В августе 2023 года по май 2024 года учащиеся 5-11 классов образовательных организаций района приняли участие в муниципальных этапах 30 республиканских и всероссийских конкурсов, по итогам которых победители муниципального этапа участвовали и в региональном этапе этих конкурсов. Победители и призеры, и их руководители были награждены на районном и республиканском уровне. Также хочу отметить, что 7, 8 и 9 апреля в Хунзарский район была приглашена педагог доп. Образования Альтаир, доктор биологических наук, профессор Адиева Айна Ахмедовна. Все 3 дня проводили консультации по ключевым вопросам биологии и проработали решения по разным разделам для успешной сдачи ЕГЭ по биологии школьниками Хунзарского района. Если сравнивать результаты ЕГЭ по химии и биологии 2020-2021 учебном году, результаты значительно улучшились. Знаком доказательства является, что все эти выпускники, которые выбрали медицинское направление, поступили в лучшие медицинские вузы. Важным показателем успешного развития системы образования нашего района является ежегодное участие образовательных учреждений в реализации проектов «Современная школа», «Точка роста», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», национальный проект образования, «Патриоты воспитания», «Юнармия» и «ТОКС». Проект «Современная школа» предполагает совершенствование материально-технической базы школ путем создания центров технического и гуманитарного образования под названием «Точка роста». Мы участвуем в данном проекте уже 6-й год. В 11 школах района открыты и функционируют точки роста. В этом году планируется открывать точка роста в Аратинской среднеобразовательной школе 2 кабинета. Однако мы понимаем, что мало купить новую технику, сделать ремонт помещений, но надо, чтобы прогресс работал на нашего ученика. В 2024 году в рамках ЦОС и ЦОК проведена работа по переходу всех общеобразовательных учреждений МР Хунзарский район на ВГИС «Моя школа». ВГИС «Моя школа» – это федеральная государственная информационная система Российской Федерации для реализации образовательных программ всех уровней основного образования. Она представляет педагогам, учащимся, их родителям единый доступ к качественному образовательному контенту и цифровым
цифровым сервисом на всей территории Российской Федерации. Об основных задачах, о повышении уровня цифровой грамотности и о переходе на МЭШ в последующем расскажет наш специалист отдела образования Мухумаев Мурад. Я не буду на этом останавливаться. В федеральном проекте «Успех каждого ребенка» проводится поддержка одаренных детей и ранняя профориентационная работа. В 2023 году территориальным администратором района по проекту «Билет в будущее» в 2023-2024 учебном году была проведена успешная работа по вовлечению в мероприятия проекта педагогов общеобразовательных организаций. Были вовлечены 29 педагогов-навигаторов из 27 школ. Из них 25 педагогов-навигаторов прошли повышение квалификации по программе организационно-методическое обеспечение профориентационной деятельности педагога-навигатора в рамках реализации всероссийского проекта «Билет в будущее». В этом реализации человеческого потенциала и получили сертификаты они, каждый из участников. В этом учебном году 1327 учеников стали участниками проекта «Билет в будущее» из 27 школ. И 1990 учеников стали участниками программы «Траектория» из 38 школ. Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и в рамках заключенного договора между Российским футбольным союзом и Республиканского детско-юношеского спортивной школы реализуются проекты «Футбол в школе». В этом году учащиеся Гацатлинской школы вышли на 1/4 финала в республиканском этапе школьной футбольной лиги. И Хунзасская первая школа вышла на 1/7 финала. Хунзасская первая. Вот на экране вы это видите. Хотя в 19 образовательных учреждениях района оплачивается от 16 до 30% от ставки на внеклассную физкультуру в школе. О чем это говорит, уважаемые коллеги? Что на это нам нужно будет в этом году уделить побольше внимания. С 2021 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования создаются школьные театры для раскрытия творческого потенциала школьников. Озвучу результаты работы театрального кружка Гацатлинской школы. Театр начал свою деятельность в период ковидных ограничений. Визитная карточка школьного театрального кружка – постановка о жизни простой горянки по пьесе Расула Гамзатова «Горянка». Итак, уважаемые коллеги, есть, конечно, некоторые проблемы тоже в наших школах. Это недостаточное оснащение детских садов и школ, устаревшие материально-технические базы, невозможность обеспечения достойного уровня учебно-методической базы в соответствии с ГОС, так что является серьезной проблемой. Необходимо полное обновление всего инновационно-технического оснащения в некоторых образовательных учреждениях. Это значит приобретение мультимедийных проекторов, стационарных интерактивных досок, многофункциональных принтеров, оборудование для проведения лабораторно-практических работ на уроках химии, физики и биологии. Сколько бы мы ни говорили о трансформации системы образования в цифровую среду, без грамотно, функционально и предметно подготовленного педагога нам не обойтись. В нашей сфере кадры решают, если не все проблемы, то большинство из тех, что существует в системе образования. Если еще вчера мы тихо говорили о том, что нам не хватает педагогов, сегодня же нам приходится кричать об этом. Средний возраст педагога в районе составляет 48 лет. Педагогическое сообщество взрослеет, а СМИР формируется с трудом. На сегодняшний день с Хунзасского района 16 студентов в педагогическом институте и 4 человека в педагогическом колледже. Также на сегодняшний день потребность в педагогических кадрах представляет 14 образовательных учреждениях. В 2023 году в район системы образования пришли 19 молодых специалистов.
специалистов. Особенно нуждается система образования педагогов таких предметных областей, как математика, физика и химия. Об этом стали говорить и не только мы, конечно же, и наши родители, потому что это влияет на качество образовательных услуг. По программе «Земский учитель» на сегодняшний день у нас в 3 образовательных учреждениях Тагада, Тануси, Хунзасская школа номер 2 работают учителя математики, химии и истории. С этого года все образовательные учреждения зарегистрированы на портале «Работа в России», что позволит работодателям заполнить вакантные должности. Говоря о разговоре о важном, для проведения цикла занятий «Разговоры о важном» в каждый понедельник образовательные учреждения получают готовые материалы внеурочных занятий. Материалы внеурочных занятий из цикла «Разговоры о важном» разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований в ГОС по всем пространстве школьного образования, не только на уроки, но и во внеурочной деятельности. В связи с переходом на новый государственный стандарт и на пятидневку количество часов, отведенных на предмет родной язык и родная литература, в школах уменьшились на 29 часов. На новый 24-25 учебный год мы планируем увеличить количество часов для компонента для 5-9 классов, а в 10 и 11 классах вести углубленное изучение предмета по выбору. 2 сентября во всех школах республики пройдут уроки мужества к 25-летию разгрома международных бандформирований. Также в этом году празднуется 155-летие со дня рождения поэта всех времен Сулеймана Стальского. Сулейман Стальский открыл Дагестан миру, а Расул Гамзатов прославил его, продолжая творческий путь великого мудреца. Образ народного поэта стал маяком для многих поэтов и писателей страны. Он был не только талантливым поэтом, но и достойным отцом. 2 его сыновья погибли, защищая Родину. Разрешите еще раз поздравить всех участников конференции с началом нового учебного года и пожелать всем плодотворной работы. Пусть сегодняшняя встреча наполняет праздничным настроением этот день и вселяет надежду и веру в дальнейший успех. Спасибо вам, дорогие учителя. Огромное желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Пусть в вашем доме всегда будет покой и уют. С началом учебного года поздравит председатель собрания депутатов Магомед Гаджиевич Магомедов. Салам алейкум, хурматил муалим зави нух машалев учреждений зал. Тергура касанги депутаты зал районный собрание касаги нужор баркизат нужор тип залолсон. Нужор собрание алда он клубтачный депутаты зал ругох учитель заги школу зал нух машалги. Хедингу харизат нужор бач они учебник от оги еги нужор залдоказ даги секлон анжи главари онаги начальник отдела образования нужор загрази хотоли халал. Бишугуди проблема он наклер результат хоть салдан дисанда сикугил он дадисул кигонохсик хизюкеним. Хедингу наклер معلم زاد بارك أن خدنا كتير السنة اللي شكول دي راتشر قوس ناقي خطابي نشاني كلاس تلويزيون هذي تلولي هيك هذي تلولي بيت سنة ما شقاقي أصلا بارو خدنا كتير بتابوك وشيت زا بيدقوق زا هيب هذا ما سلزقي خدوسن последующий мил сипит арнос раченеги киногу барогу нужода بعدين خذ شكول دقولو خدوك اللي ورا خلا أنا روج أحيا دروز أصلاً جر شكول حولي خلوك أنا شابكو كلاس خونزخ خلاد أخكيوك أنا إيجو كلاسوك أنا سريدني دوش شكول ده نوجينس كري كينار دواني مرسبات إيرو أنا خلاد أخ كلاس كيوك أنا إيه 100% نخونزخ نخير خرشيلوم أندوات زالولي ماليش ناري شني زين سنة خير خلان يجي يقولون غزنا نوش كين زال زيل أن نقول يريد ولا خلا نخير خلي ماليش ناري شني تول هولك يونا تول دوي أخاك يونا أميرسي يونا خلاد أخي هيدنا بريبرات نهج نخير أنا نخير خريت الهاتين جسنا ولا رونا قلت صدق خير أنجي نجور هول دبركات لزيك روق الدقائل ده
слик оно же харил шинжоги харила царли де гурукунт окужо сурлеч оно жрукине. Аллах слик хаматаги анже айт один уже учебный год дагит адиш последующим ги анже харил цик он дарсал дашон анже хат ибихарсон киннагу бит ункаги. Аллах слик хамата анже сахлиал таги. Профессионально-личностное развитие учителя – одна из целей педагогического образования. И практика показывает, что педагогической профессией и педагогическим мастерством можно овладеть только на индивидуально-личностном уровне. О том, как привить молодому специалисту интерес к педагогической деятельности, педагогу-наставнику расскажет директор Тлайлусской средней общеобразовательной школы Магомедбек Курамагомедович Курамагомедов. Уважаемые коллеги, друзья, Тлайлух приветствует вас. Поздравляет с началом нового учебного года. Желает вам крепкого здоровья, счастья, успехов, терпения в нашей благородной работе. Еще мы хотим пожелать вам, чтобы в ваших домах всегда царил мир и покой, чтобы в нашем большом доме, в нашей стране воцарился мир, чтобы мы могли обучать и воспитывать наших питомцев, не беспокоясь о завтрашнем дне. Уважаемые коллеги, так как речь идет о молодых педагогах, во-первых, мне очень приятно видеть довольно-таки много молодых коллег, значит, мы будем иметь хорошие, образованное сообщество учителей Хунзарского района. Я бы хотел к ним обратиться с такими словами. Во-первых, вы молодцы, что выбрали эту профессию. Да, она тяжела, она трудна, она малооплачиваема, но она очень благородна. Вдумайте слова. Благородно значит, мы рождаем благо, мы рождаем добро. Она, к тому же, и благодарна. Как бывает приятно, когда выпускник 20-30-летней давности подходит и говорит: «Учитель, спасибо за все». Учитель, наставник, он всегда был в почете. С древнейших времен его чтили, его уважали, и он занимал достойное место в обществе. Давайте вспомним слова замечательного русского поэта Николая Некрасова: «Учитель, перед именем Твоим позволь смиренно преклонить колени». Значит, друзья, мы не ошиблись в выборе профессий. Вы молоды, вы сильны, вы красивы. Творите, дерзайте, идите вперед, дорогу осилить идущий. С вашего позволения я озвучу несколько моментов из своего доклада. Главное, постараюсь раскрыть цели, задачи, принципы сопровождения молодого педагога. Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений деятельности любого образовательного учреждения. Задача наставника – помочь начинающему педагогу реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и учителя с многолетним стажем, а учащиеся, родители, коллеги ожидают от них столь же безупречного профессионализма. И как показывает действительность, даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности, личностная и профессиональная адаптация молодого учителя может протекать длительно и сложно. А чтобы этого не произошло, молодым учителям нужно целенаправленно помогать. Опыт работы с молодыми специалистами показывает, что наибольшие сложности у начинающих учителей вызывают вопросы дисциплины на уроке, методические аспекты урока, оформление школьной документации, организация взаимодействия с родителями школьников, осуществление классного руководства. Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист в начале своей работы имеет достаточные знания, но недостаточные умения, так как у него еще не сформированы профессионально значимые качества. Молодой учитель боится собственной несостоятельности во взаимодействии с учениками, их родителями и опытными коллегами, испытывает стресс,
что-то не успеет, упустит, забудет. Тревожность может превратиться в устойчивую личностную черту, страх становится привычным состоянием. Такой учитель не способен на творчество, на какие-либо инновации. Поэтому работа наставника направлена в первую очередь на развитие и саморазвитие профессиональной и индивидуальной творческой деятельности молодых учителей через оказание систематической адресной помощи с учетом их потребностей и индивидуальных качеств. Как педагог с многолетним опытом понимаю, что основная цель работы наставника с молодым педагогом – это сопровождение процесса его адаптации, развитие личности, способной успешно и на высоком профессиональном уровне решать педагогические задачи. Успех этой работы, естественно, зависит от учителя-наставника, это понятно. Но в большей степени успех этой работы зависит от молодого учителя. Почему? Потому что эта работа же в основном нужна молодому педагогу. И я призываю молодых коллег, естественно, вы в настоящее время можете найти ответ на любой вопрос и в интернете, и в других источниках и так далее. Но уверяю вас, коллеги, ничто вам не заменит умного, доброго, доброжелательного совета, наказа старшего по возрасту коллеги. Я вас призываю еще раз, пока вот это старшее поколение работает рядом с вами, берите от них все, что вы сможете. А отношение наставника к молодому педагогу, это тоже будет зависеть от молодого педагога, от его работоспособности, от его целеустремленности и, самое главное, от его порядочности, от его культуры, от его уважительного отношения к старшим. Уважаемые коллеги, в конце своего выступления я бы хотел еще раз вспомнить слова известного педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель. Так, друзья, давайте жить, чтобы учиться, и учиться, чтобы не умереть. Спасибо. Предстоящий учебный год богат важными для образовательных учреждений событиями и достижениями. Об использовании цифровых сервисов в образовательном процессе информирует главный специалист отдела образования Мурад Исмаилович Мухумаев. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемый Нурмагомед Асугаджевич, уважаемые коллеги, педагоги, гости. Рад приветствовать вас всех на августовском совещании работников образования Хунзарского района, который проводится ежегодно в преддверии нового учебного года. Уважаемые участники, прежде всего, разрешите перед началом нового учебного года поздравить вас, пожелать успехов и реализации всех наших идей, намерений в новом учебном году. Уважаемые коллеги, в своем выступлении мне бы хотелось разобрать основные аспекты цифровизации, рассказать о ключевых моментах внедрения информационных технологий, развеять существующие мифы и донести до вас основную идею процесса внедрения информационных технологий в образовании, чтобы для вашей образовательной организации цифровые инструменты действительно стали помощниками, а не обузой, на которую тратит свое время любой из участников образовательного процесса. Как мы знаем, темпы, с которыми цифровые процессы стали внедряться в образовательный процесс, были очень высокими. Одновременное внедрение нескольких систем регистрации на различных платформах и так далее создали некий хаос и непонимание, что, зачем и для чего. Поэтому очень хотелось бы, чтобы по итогам доклада у всех слушателей не осталось вопросов, зачем нужна та или иная система. В процессе цифровизации важно, чтобы все инструменты и сервисы были интегрированы между собой. Центральным звеном формирующегося цифрового образовательного пространства стала федеральная государственная информационная система «Моя школа», российская образовательная платформа, созданная Министерством просвещения Российской Федерации для эффективной информационной поддержки органов и организаций системы образования и граждан в рамках процесса организации получения образования и управления образовательным процессом, а также для создания условий цифровой трансформации системы образования. Одним из элементов КИС «Моя школа» является система электронных журналов и дневников, которые, согласно изменениям федерального закона от 29.12.2012 под номером 273 об образовании РФ, должна быть государственной. И это первое, на чем хотелось бы остановиться поподробнее. На сегодняшний день многие школы по-прежнему ведут бумажный журнал. Я предлагаю рассмотреть, какие преимущества дает школе электронное ведение журналов и дневников.
Рассмотрим ситуации, когда в школе бумажный журнал и электронный. Когда школа ведет на бумаге и журнал, и дневник, нет возможности собирать статистику по образованию в электронном виде. Родители получают бумажные дневники, куда дети забывают поставить двоечки свои или записать домашние задания. Зачастую теряют ее. Родители не всегда получают актуальную и точную информацию, затем школа отменяет бумажный журнал, но продолжает вести бумажный дневник. Результат цифровизации растет, но родители все так же продолжают смотреть оценки в бумажных журналах и недополучать сведения. А учителя к тому же вынуждены дублировать работу. И, наконец, когда школа отменяет бумагу полностью, учителя избавляются от бумажной работы, а родители просто вынуждены заходить в систему, где уже нет возможности что-то скрыть, имеют прямой контакт с учителем в чате и погружаются в школьную образовательную экосистему гораздо глубже. Вы спросите, зачем вести электронный журнал? На то есть две причины. Первая есть нормативно-правовой акт, в котором явно говорится, что услуга по ведению успеваемости должна предоставляться в электронном виде. Сергей Сергеевич Кравцов неоднократно говорил, что если ведется электронный журнал, требуется отменить бумажный, чтобы не дублировать работу. Кроме того, преимущество использования есть у всех участников образовательного процесса. Основное это, конечно, прозрачность образования, доступ к информации о домашнем задании, по домашнему заданию, по расписанию, оценкам контрольных, то есть всего того, из чего складывается ежедневная жизнь школьника. По результатам опросов школ, которые отменили бумажные журналы, мы увидели, что педагоги значительно разгрузились. И если взять примеры из практики, можно сказать, что учителя, освоившие цифровые инструменты, в целом понимают, что предоставляемая возможность переиспользования данных, а не переписывания каждый раз, когда это необходимо, и автоматическое формирование отчетов значительно упрощает рутинные процессы. В Республике Дагестан региональная система электронных журналов, дневников, которая обеспечивает полноценное внедрение в КИС «Моя школа», является региональная информационная система электронного образования Дагестана. Отмечу здесь, что у нас и в КИС «Моя школа», и Московская электронная школа, и Сферум, и вся цифровая работа сейчас у нас в Дагестане будет называться региональной информационной системой электронного образования Дагестана. Однако внедрение системы электронного образования Дагестана повлекло за собой много необоснованных догадок, которые не соответствуют действительности. Давайте разберем самые часто встречающиеся мифы. Первый миф у нас РИС, электронное образование Дагестана, отменяет традиционное образование. Правда заключается, что требования к содержанию, организации и результатам образовательного процесса определяются в ГОС. Платформы не могут отменить в ГОС. Второй миф. Родителям придется покупать гаджеты и специальные устройства для использования платформы. Бумажные книги отменили. Правда же, что РИС электронное образование Дагестана предоставляет возможности упрощенного доступа к оценкам, к использованию электронных учебников и учебного материала, которых раньше не было. Но пользоваться возможностями или нет, решают родители самостоятельно. Третий миф. Теперь все дети будут учиться в электронной школе с использованием гаджетов вместо учебников и тетрадей. Правда же, что предоставляем доступ к электронным материалам нужен для самоподготовки учителей и детей, когда стандартных учебников, материалов недостаточно. И последний, четвертый миф. Внедрение РИС электронного образования Дагестана противоречит законодательству Российской Федерации. Правда же, что РИС ЭОД внедрен в соответствии с постановлением правительства Дагестана от 09.04.24 под номером 103 в рамках соглашения между правительствами Москвы и Дагестана для реализации федеральных требований. Далее хотелось бы разобрать ситуацию, в котором, несомненно, кажется, любой из учителей, родитель не хочет использовать электронный дневник. Что же в таком случае делать? На слайде приведен примерный план действий для учителя. На этом слайде, уважаемые коллеги, приведен алгоритм действий, который необходимо выполнить для получения доступа к электронному журналу. Если кто-то еще не попытался зайти в систему, QR-коды позволят получить быстрый доступ к мобильным версиям и к веб-версиям системы. Вход в РГИС осуществляется только через госуслуги. Это безопасно, это соответствует федеральным требованиям, никаких логинов и паролей быть не должно. Если в вашем населенном пункте нет мобильной связи и не приходит СМС для доступа на госуслуги,
Существует приложение для возможности авторизации без СМС. Доступ получен. Что же дальше? На слайде приведен основной функционал, доступный учителю после авторизации. Далее здесь продемонстрирован один из вариантов использования библиотеки. В конкретном этом случае здесь мы хотели показать, как можно подобрать для себя материал, который необходим для подготовки к ЕГЭ детей. С помощью фильтров выстраивается требуемый запрос под нужный уровень образования, предмет и годы обучения. А здесь приведем пример того, что делает родитель для получения доступа к систему. Опять-таки, авторизация должна осуществляться исключительно через госуслуги. И это в первую очередь требование к информационной безопасности всех ваших данных. При этом, если у родителей на госуслугах дети добавлены и подтверждены, при попытке авторизации в РИС электронного образования Дагестана данные родителя в систему не уходят, а дети в созданном профиле родителя привязываются автоматически. После получения доступа к родителю становится доступ целый ряд инструментов. Один из них та же самая библиотека, в которой есть оцифрованные учебники. Точно так же можно подготовить своего ребенка к ЕГЭ, подобрать ему нужный материал. Или необходимо найти материал в учебнике, допустим, а учебника дома нет. Приближается 1 сентября, и перед стартом учебного года важно провести все эти этапы. Все эти этапы, которые у нас приведены, необходимо провести в Московской электронной школе. Перевести классы в новый учебный год, актуализировать информацию о зданиях, кабинетах и так далее, актуализировать кадровый состав, проверить корректность данных, создать первые классы, актуализировать списки классов, проверить количественный состав, корректность и полноту данных, создать календарно-учебные графики, учебные планы расписания, заполнить календарно-тематическое планирование, оповестить коллег о важности своевременного ведения электронных журналов в дневнике в связи с передачей сведений на портал госуслуг. Важно отсутствие актуальных данных на витрине портала госуслуг. Будет вызывать жалобы родителей и федеральных органов исполнительной власти. По данным QR-кодам доступны все выходные материалы. Вы можете отсканировать тоже. Давайте коснемся Сферума тоже. Сферум еще один из элементов в КИС «Моя школа». Его внедрение – это одна из основных задач, которая состоит перед школой. 1 сентября придут дети в школу, и все учителя начнут создавать группы с родителями. Создается новое коммуникационное пространство с новыми участниками образовательного процесса. И все мы знаем, как это обычно происходит. Активный родитель сообщает всем остальным, диктуйте все свои номера телефоном, я создам группу и всех добавлю. Но сегодня обстановка складывается таким образом, что использование иностранных мессенджеров в школах запрещено. Для создания безопасной коммуникационной среды Министерством просвещения активно внедряется в сферу образования информационно-коммуникационная платформа «Сферум». И 1 сентября школа должна быть готова предотвратить попытки создать родительскую группу в WhatsApp. Как вариант, достаточно создать группы для родителей и за родителей, заблаговременно организовать доступ к ним через QR-коды, которые всегда могут быть доступны в распечатанном виде в классе и на стенде в кабинете. Тогда родителю будет достаточно навести камеру своего телефона, чтобы попасть в нужный ему чат класса. Привычка использования WhatsApp или Telegram мешает нам перейти на правильное решение и оценить все преимущества отечественного мессенджера. На слайде приведены основные «за» и «против». И в первую очередь необходимо с родителями правильно провести беседу и объяснить, почему в школе принято решение вести переписку в отечественном мессенджере. Не заставлять, а объяснить. В Сферуме для каждого пользователя отведена своя роль. На слайде представлены роли пользователя по QR-коду. Доступна более подробная информация. Создать себе профиль в Сферуме очень легко. Всего несколько интуитивно понятных шагов появляется в свой учебный профиль. Интеграция Сферума с РИС электронным образованием Дагестана позволит при разовой привязке своего аккаунта с электронным журналом дневника общаться с учителем прямо из электронного дневника. На слайдах представлено, как это можно сделать. После регистрации в Сферум учителю в первую очередь необходимо создать свой чат с детьми, чат с родителями и так далее. А родителю необходимо вступить в чат с учителем. Как видно из слайда, сделать это очень легко.
Далее «Моя школа». Давайте разберемся, что же такое в итоге ВКИС «Моя школа». ВКИС «Моя школа» – это источник образовательных ресурсов для учителей, учеников и родителей. Это образовательная витрина всех цифровых инструментов. И, как мы уже говорили ранее, электронный журнал «Дневник» и «Сферум» – это только один из компонентов. Сервисы ВКИС «Моя школа» разрабатываются, исходя из потребностей участников образовательных отношений, которые, в принципе, всем известны. Все учителя хотят иметь одну точку доступа к образовательным ресурсам, без необходимости запоминания целого ряда логинов и паролей. Хотят, чтобы была реализована возможность сбора электронных документов, возможность оценки своих компетенций и многое другое. Для родителей ВКИС «Моя школа» полезен тем, что авторизовавшись в системе, становится доступной вся информация об образовательных сервисах для его ребенка, в том числе оказание госуслуг в электронном виде. Для ученика появляется возможность готовиться самостоятельно к средствам знаний, доступны материалы и сервисы, созданные специально для ученика. Все сервисы абсолютно бесплатные и становятся доступны любому учителю, ученику и родителю после того, как они авторизуются во ВКИС «Моя школа». При этом важно понимать разницу между ВКИС «Моя школа» и РИС электронного образования Дагестана. РИС электронного образования Дагестана лишь компонент ВКИС «Моя школа», который является источником данных для нее. И чтобы школа могла исполнить требования постановления правительства Российской Федерации, а ВКИС «Моя школа» важно, чтобы в РИС электронного образования Дагестана всегда была актуальной и постоянно обновляющаяся информация. Давайте рассмотрим некоторые сервисы, которые доступны во ВКИС «Моя школа», помимо электронного дневника. Первый сервис – это цифровой помощник учителя. В нем доступен сбор электронных документов, конструктор для подготовки к аттестации, программы дополнительного образования и многое другое. Цифровой помощник родителя – это возможность оценить потенциал своего ребенка, его функциональную грамотность, доступные материалы в библиотеке. Цифровой помощник ученика – это комплекс материалов для 5-9 классов с индивидуальной траекторией подготовки к экзаменам. Все помощники дорабатываются и дополняются новым функционалом. Библиотека ВКИС «Моя школа» – это источник верифицированного государственным университетом посвящения материала, который поможет при подготовке учителя к уроку. Доступен тематический классификатор, выгрузка, табличку, списка тем по нужному уроку. В общем, все, чтобы упростить подготовку к уроку и сэкономить учителю время. Все предоставленные в библиотеке материалы обязательно соответствуют ВКОС. Таким образом, как мы видим, все, что на сегодняшний день предлагается в школе, это не разрозненный набор систем, а взаимосвязанные компоненты одного целого формирующегося единого образовательного пространства. Представленные сегодня в рамках моего выступления материалы и инструкции будут всем доступны. В заключение хотелось бы отметить, что когда мы говорим о показателях цифровизации, цифровой зрелости и прочем, мы должны понимать, что внедрение цифровых технологий не может быть целью, это только инструмент. Цифровая зрелость – национальная цель, достижение которой является приоритетной целью развития Российской Федерации. Это не условные показатели. Это состояние, в котором находится образовательная организация или система образования в целом. Наша цель – сделать цифровые технологии в сфере образования доступными и помочь педагогам и обучающимся освоить их. Вместе мы справимся. Уважаемые коллеги, в своем докладе и презентации вкратце озвучил и показал возможности при использовании информационных технологий в образовательной среде. И отмечу, что у нас все школы имеют доступ в ВКИС «Моя школа». Все учителя и все учащиеся тоже имеют. В прошлом году мы эту работу завершили. И также в Сфере тоже мы эту работу завершили. А в этом году у нас вот то, что я озвучил там в МЭШе, которая проводится работа, у нас тоже в процессе. До 1 сентября она тоже у нас будет готова. И остается только использовать цифровые технологии. Спасибо. Дагестан в 2019 году стал пилотным регионом по запуску программы «Земский учитель», которая предусматривает единовременную выплату учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты. По данной программе в Хунзасском районе работают 3 молодых специалиста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Мирзаева Хадижат Сулеймановна. Я учитель математики и информатики. Работаю в Хунзасской средней общеобразовательной школе номер 2 Хунзасского района.
Я приехала с города Махачкала, работала в лицее 52 с углубленным изучением некоторых предметов. Я очень рада, что приехала и пришла именно в эту школу, в этот отличный коллектив. Очень нравится наш коллектив. Очень благодарна нашим педагогам, которые меня поддерживают во всем, которые показывают мне пример. Насчет достижений хочу сказать, что своими достижениями я считаю достижения моих учеников, которые участвуют в разных мероприятиях, в олимпиадах. Также привела особую любовь к платформе Учи.ру, где наши ученики постоянно занимались и выполняли различные задания. Также считаю своим достижением, что все наши выпускники сдали ЕГЭ. Учу детей любить математику, понимать ее, не заучивая. Прививаю любовь большую к математике. Показываю детям, что математика, как они думают, нужна не только для подсчета денег, но и во всем остальном. Хочу всех поздравить с наступающим учебным годом. Спасибо, что пригласили на мероприятие. Всем спасибо. Добрый день, дорогие коллеги, гости, администрации Хунзарского района. Я являюсь земским учителем Томичинской СОЖ, учителем истории. Каких-то достижений у меня нет. Я выпустилась с Дагестанского госуниверситета и сразу же начала работать по профилю история. И могу сказать, что этот коллектив Томичинской СОЖ очень тепло меня принял. Все вопросы, которые у меня возникали, нюансы, директор школы Мурат Магомедович очень хорошо и очень объективно мне объяснял. Касаемо образовательной системы Дагестана, хочу сказать, что именно в информационной сфере как раз-таки проявляется земский и молодой специалист, который может помочь показать свое сильное плечо, и опереться на нее может именно школа, именно молодого специалиста. Хочу пожелать всем своим коллегам хороших достижений в этом году, побольше учеников, 100-бальников и, главное, здоровья. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую вас сегодня на этой благодатной земле Хунзарского района. Я очень рада, что стала участником программы «Земский учитель» и приехала именно в Хунзарский район, в Тагадинскую Золоросинскую школу. Замечательный дружный коллектив. Очень доброжелательные, чуткие и отзывчивые люди. Это вселяет уверенность и придает новые силы и желание работать и совершенствоваться. Благодаря всему этому почти 2 года моей работы прошли здесь совершенно незаметно. А меня не оставляет чувство того, что я работаю уже здесь много лет. Давно чувствую себя полноценным членом коллектива. Получаю радость и удовольствие от общения с коллективом, от общения с учениками и их родителями. Видят довольных учеников, которые машут из окна школы или кричат слова приветствия издалека, для меня очень значимо. С полной уверенностью могу сказать, я рада и счастлива, что приехала работать именно сюда. Я желаю вам успехов, плодотворной работы в новом учебном году, чтобы ваши ученики радовали вас. Спасибо за внимание. Слово для приветствия и поздравления предоставляется председателю Общественной палаты Хунзарского района Кайтмазу Рашидудиновичу Аварскому. Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, участники августовского совещания 2024 года. Мне очень приятно сегодня находиться в этом зале, хотя бы по той причине, что перед собой в зале я вижу образованных, интеллигентных, востребованных во всех отношениях людей нашего любимого Хунзарского района. Также хотел бы еще добавок отметить, что меня радует, что педагогический состав омолаживается, приходят молодые специалисты, и наряду с опытными педагогами пенсионного возраста, все вы вместе смотритесь очень хорошо, приятно и просто не наглядеться на вас. А после выступления директора Тлайлухской школы очень сложно сказать что-нибудь умное, поэтому
по поводу педагогической деятельности и не только. Разве что могу вспомнить и сказать несколько слов о своем небольшом скромном педагогическом опыте. Вот я сейчас сидел, слушал и вспоминал свои годы, когда я тоже так же, как и вы, сидел на совещаниях, на педсоветах, преподавал, как мне казалось, очень важные предметы. Мне и сейчас кажется, что они очень важные. Это изобразительное искусство, черчение и трудовое обучение. Я понимал, что рисование и изобразительное искусство – это не просто развлечение, это процесс становления эстетически воспитанного ученика, который, набрав эти основополагающие приемы, в перспективе, где бы он ни находился, какую бы профессию ни выбрал, эта эстетическая база, умение рисовать, дает прежде всего, как считают и японцы, там очень хорошо, основательно поставлен процесс эстетического воспитания. Эстетически развитый человек не в состоянии делать брак в своей профессиональной деятельности. Он душевно не готов к браку, он образован и содержательным в том плане, что он все делает красиво, правильно, как это требует его работа. Что касается черчения, жалко, что этого предмета давно в школах нет, насколько я понимаю, его вводят. Это основа для детей, которые в перспективе станут и возьмут за основу такую сложную, востребованную профессию, как профессия инженера, инженера-строителя, инженера-кораблестроителя, да инженеров в самом широком смысле этого слова. Кто не имеет базовые основы черчения, тот хорошим инженером, на мой взгляд, стать очень трудно. Что касается трудового обучения, опять же, мне жаль, что десятилетиями этот предмет был в школе заброшен. Я помню, как основательно нас готовили к этой профессии, проходили практику. Помню, как в 38-й школе, когда я учился, у нас был просто чудесный педагог Иван Петрович, преподаватель труда. У нас была замечательная деревообрабатывающая мастерская. Мы научились строгать, пилить, как держать в руках рубанок, ножовку. И эти навыки мне каждый день сейчас пригождаются. Я помню мастерскую металлообработки, как мы напильниками точили разные детали. И уважение к труду и сложности этой работы было поставлено именно в этот период. Хотя и прошло 50 лет, наверное, даже 55. Я помню, как Иван Петрович сказал, в учебном процессе нет такого определения, как обучение вас разбираться в электрических приборах. Он учил нас разбирать розетки, выключатели, электрические патроны. Привозил на работу всякие вот фены, всякие вот эти вот бытовые агрегаты. И он учил нас чинить эти очень важные предметы. Если уж кто-то не очень охотно это делал, он нас мотивировал тем, что, ну, вы представьте себе, вы этому научитесь, и через какое-то время самая симпатичная девочка с вашего класса пригласит домой с просьбой помочь починить там розетку, выключатель или там фен или еще что-нибудь. И вы это сможете сделать. Так вы покорите только этим самых лучших девчонок. Нам это было очень приятно слышать, и мы очень старались это делать. Я тоже этому научился. И
периодически свои умения на практике применяю. И каждый раз, когда я беру отвертку в руках, я вспоминаю нашего любимого педагога Ивана Петровича. Я 2 года проработал после института в Гергебельской средней школе. Сейчас моим ученикам примерно за 50. До сих пор помнят. Наверное, помнят, потому что я был единственный педагог из Хунзахского района. Они почему-то заранее считали, что учитель, который пришел работать в Гергебельский район с Хунзахского района, это нечто более высокое и возвышенное, чем свои. В общем, я помню, какая ответственность на мне была, чтобы показать и держать марку хунзахца прежде всего, но и марку человека, который закончил с отличием институт, не просто получил его по блату, а действительно заслужил его своими способностями. Ну и потом 3 года я работал в 39-й школе, и 5 лет моей педагогической деятельности этот процесс был завершен после поступления в аспирантуру. А так я, наверное, и дальше работал, если бы мне это не удалось сделать. Самое главное, что я понял в течение этих 5 лет педагогической деятельности, это первое. Нет дисциплины, нет результатов хороших. Я понял, что окриками и угрозами наказания дисциплину навести весьма сложно. Поэтому я пришел к выводу, надо еще лучше и больше готовиться и увлекать учеников тем предметом, который я преподаю. И мне поэтапно это удалось сделать, и на рисование, на черчение дети действительно приходили с хорошим настроением и серьезно относились к тому, чему я их учил. Вот. Ну и второе, что я понял и практиковал, и не жалею, что я взял этот метод за основу, я пришел к выводу, что нужно посещать уроки своих коллег. То есть и не обязательно там именно по своей профессии. Если у меня образовывались какие-то окна, чтобы просто не ждать, тогда и телефонов не было, и хотя книг было под рукой немало, преподавателям русского языка, литературы, истории. Даже когда я начал ходить к преподавателям на уроки преподавателей по математике, они вообще потеряли понимание того, что я делаю вообще. Но я понял, что у каждого педагога не имеет значения в данном случае, что он преподает. Всегда есть чему научиться. Какие-то методы, какие-то приемы, как он объясняет предмет, как он увлекает своих учеников. То есть вот эти 5 лет у меня не было ни одного свободного окна, чтобы я сидел в учительской. И я, правда, спрашивал, могу ли я посетить ваш урок сегодня. Они удивлялись, и некоторым это не нравилось, но отказаться никак не могли. И когда знают, что тут Кайтмаз еще может прийти, и перед ним будет неловко, и некоторые даже признавались, что дополнительно выжимали из себя все, что они могут сделать, чтобы показать молодому специалисту в моем лицее. Я надеюсь, что эти 2 метода вам известны, что вы их используете и понимаете, о чем я в данном случае говорю. Мне хочется пожелать вам, несмотря на все сложности педагогической работы, несмотря на то, что, на мой взгляд, тоже ваша работа должна оплачиваться больше, несмотря на то, что вы вынуждены вкладывать все свои эмоции, все свои силы для того, чтобы научить наших детей тому предмету, который вы преподаете,
чтобы вы сохранили вот эту вот стойкость, понимая, что вы востребованы, понимая, что мы на вас надеемся как родители своих детей и внуков, что без вас просто никуда. Поэтому мне остается пожелать вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Объединение учебных предметов «Труд, технология и основы безопасности и защиты Родины» расскажет исполняющая обязанности директора информационно-методического центра Седрат Магомедовна Амарова. Уважаемые участники августовского совещания, приветствую вас на традиционной встрече педагогических работников района, формат которой позволяет рассмотреть результаты итогов года, обсудить успехи, определить проблемы, провести открытый профессиональный разговор о современных тенденциях. В первую очередь хочу выразить благодарность руководителям и педагогам образовательных организаций района, которые в истекшем учебном году оказали содействие информационно-методическому центру в организации и проведении семинаров практикам по актуальным вопросам современного образования. Перечислю эти школы. Это Хузалская, 1-я, 2-я, Танусинская, Гацалузская, Батлаическая, Ахалчинская, Аранинская, Гацатлинская, Цадинская и Абадинская школы. Также выразить благодарность участникам профессиональных конкурсов, организованных информационно-методическим центром. Это конкурсы «Учитель года Республики Дагестан», «Лучший учитель-предметник Республики Дагестан», «Лучший учитель родного языка», «Воспитатель года России», «Молодой педагог» Хунзасский район, «Лучший учитель начальной школы», «Самый классный» и общественный смотр методической работы в 2023-2024 году. Хочу пожелать педагогическому сообществу района и в этом году успешной и плодотворной работы. Наша с вами задача – вырастить школьника образованного, любящего свою страну, родителей, уважающего старших, знающего историю своей страны, имеющего прекрасный кругозор, хорошее мышление. Указанные ориентиры достигаются обновлением содержания и технологий образования, модернизацией материально-технической базы учреждений, развитием кадрового потенциала, оптимизацией и эффективным использованием имеющихся ресурсов. В настоящее время перед педагогами ставится проблема по решению новых важных задач в соответствии с национальными проектами, отражающие специфику социально-экономических условий развития государства в целом, региона и муниципалитета в частности. Сегодняшняя наша встреча посвящена как вопросам повышения качества образования, так и вопросам воспитания. И в связи с этим с 1 сентября 2024 года во всех школах страны в расписании учеников начальной школы и основной школы вводится учебный предмет «Труд» вместо знакомого нам предмета «Технология». Традиционные уроки труда в этом году дополнят профориентационными модулями. Особое внимание будет уделено вопросу включения регионального компонента в содержание уроков, для которых могут быть разработаны дополнительные вариативные модули в зависимости от социально-экономических потребностей региона. Например, это могут быть модули авиамоделирования, медиатехнологии, сити-фермерства, ресурсосберегающие технологии. С 1 по 4 класс учащиеся будут учиться основам кройки, шитья и другим навыкам ручной работы. В основном они будут работать с бумагой, картоном, тканями и природными материалами. В начальной школе будет отведено 135 часов обучения, что составляет 34 часа в год для каждого класса от 1 до 4. Уроки будут проводиться 1 раз в неделю. С 5 по 9 класс уроков труда станет больше, а программу дополнят новыми обязательными модулями. Их будет 5. Производство и технологии, технологии обработки пищевых продуктов, компьютерная графика, черчение, робототехника, 3D-моделирование, прототипирование и макетирование. В основной же школе будет выделено 272 часа на изучение труда. Распределение часов будет следующим. 68 часов в год, 2 часа в неделю в 5, 6, 7 классах. В 8, 9 классах по 34 часа в год, 1 час в неделю. В программу по трудовому воспитанию, то есть обучению для 5, 9 классов, войдут обязательные и вариативные модули. Также с 1 сентября 2024 года во всех школах страны вводится учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Содержание федеральных рабочих программ по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» дополнено модулем «Основы военной подготовки».
Основная задача модуля – обучение начальной военной подготовки, в рамках которой включено изучение истории возникновения и развития вооруженных сил Российской Федерации, основных направлений подготовки к военной службе, общевоинских уставов вооруженных сил Российской Федерации, функций и задач вооруженных сил на современном этапе и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Кроме этого, планируется ведение учебных сборов в 8 классе в течение 3 дней. В 10 классе в течение 5 дней сборы сохраняются. Сборы будут проводиться на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», «Патриот» и «Воин», которые имеют достаточное оборудование для их проведения. Учащиеся будут отрабатывать навыки стрельбы, преодолевать различные препятствия, участвовать в военно-тактических играх. Общее число часов, рекомендованных для изучения предмета ОБЗР в 8-9 классах – 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана. В 10-11 классах – 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, формирования культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства, предмет может изучаться и в 5-7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. Федеральную рабочую программу общего образования «Основы безопасности защиты Родины» в 8-9 классах входят 11 модулей. Это безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства, военная подготовка, основ военных знаний, культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе, безопасность в быту, безопасность на транспорте, безопасность в общественных местах, безопасность в природной среде, основы медицинских знаний, оказание первой помощи, безопасность в социуме, безопасность в информационном пространстве, основы противодействия экстремизму и терроризму. Федеральную рабочую программу среднего общего образования «Основа безопасности и защиты Родины» Вам тоже входят 11 интересно то, что здесь говорят, что ли? 11 модулей. Здесь они соответствуют для 8-9 класса только вот модуль основы военной подготовки. Вообще надо уволить вот этих всех работников, которые не умеют вести себя. Когда человек для них все рассказывает, что ей больше делать нечего, стоять здесь полчаса и зачитывать вам это все, или она это не знает сама. Она для кого? Для меня, что ли, это читает? Или рассказывает? Вот такие учителя, когда есть, о чем можно говорить о наших детях? Один директор взял, вышел, другой взял, вышел. Это что такое? Где ваша этика, где ваше поведение, чему вы учите своих детей? Вот так, наверное, ваши дети тоже, когда учитель рассказывает урок, выходит с урока, наверное. Это что за безответственность такая? Не хотел ругать, думал, хоть сегодня как-то по-человечески обойдется с учителями. Не дает же, заставляет же ругать. Как можно вот так относиться? Человек ради вас здесь стоит, или я здесь сижу, мне что ли это больше всех нужно? Или у меня других делов нету, кроме как сидеть здесь, слушать вот это все? Или это мне нужно больше всех? Вот какое отношение у вас к этим людям, к этим предметам? Или вы вообще ничего не знаете? Или вы все это знаете уже? О чем я думаю, что первые больше, наверное. Что вы вообще не понимаете, о чем разговор идет. Ничего страшного не случится, сидите 3 часа. Я продолжу. Таким образом, учащиеся с 8 по 9 класс будут изучать, как действовать при чрезвычайных ситуациях и какие мероприятия проводятся в стране для защиты населения. Их обучат навыкам оказания первой медицинской помощи и умению быстро ориентироваться при возникновении опасности. В старших классах ученики будут отрабатывать полученные навыки на практике. Они пройдут тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку. В соответствии с дорожной картой ведения предмета основы безопасности и защиты Родины разработаны и реализуются программы повышения квалификации преподавателей ОБЗР, которые сейчас проходят и наши учителя.
28 августа сего года в 13 часов состоится августовский онлайн-педсовет «Время проверенных решений и новых проектов», где будет рассмотрен вопрос, как организовать изучение учебных предметов «Основа безопасности и защиты Родины» и «Труд». К педсовету могут подключиться все школы. Ссылка на онлайн-педсовет отправлена на ваши электронные ресурсы. В заключение хочу пожелать педагогам интересных уроков и блестящих успехов во всех ваших начинаниях. Здесь же сегодня можно сказать и о семейном обучении, потому что с каждым годом есть учащиеся, которые желают перейти на эту форму получения образования вне школы. При семейном обучении родители самостоятельно планируют и проводят занятия. Они несут ответственность за уровень подготовки ребенка. Образовательная организация только проверяет знания детей на аттестациях. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года определены сроки для подачи уведомлений в организации об желании перейти на семейное обучение. Приказом Министерства обороны, то есть Министерства образования и науки Республики Дагестан от 22 августа 2024 года недавно издан этот приказ об организации и получении общего образования в сфере семейного образования и самообразования. Утверждены положения о получении общего образования в форме семейного образования и самообразования и форма договора, которыми вы можете в дальнейшем пользоваться. И этот приказ тоже будет у вас на почте. Этим приказом вы уже по сегодняшний день можете, потому что здесь есть положения, на которые вы можете опираться, чтобы у них были эти сведения на руках. И самая важная форма договора. Спасибо за внимание. В год семьи особое в районе уделяют внимание к педагогическим династиям. Профессия педагога нелегка, но дети, внуки, учителя идут по этому пути, несмотря на трудности и препятствия. Работа с детьми, с их тонкими душами, сложными только формирующимися характером, никогда не считалась легкой и была по плечу не каждому. Слово предоставляется представителю педагогической династии Хунзасского района, директору Уздаурусинской средней общеобразовательной школы Арайпанат Магомедрасуловне Магомедовой и ее дочерям. День добрый, дорогие коллеги, педагогическое сообщество района, уважаемый президиум. Я рада приветствовать вас и поделиться с вами о нашей семейной династии учителей, которая пронеслась через поколения. Я родилась в семье, где образование было очень в почете. Моя мама Чиерова Алтумбика Чиеровна, учитель Абадинской средней школы, была удостоена звания учитель-методист Дагестанской автономной союзной республики. Награждена нагрудным знаком «Отличник образования». Она имела небольшую свою работу, научную работу, являлась соавтором и рецензиатором издания учебников начальных классов. А папа мой, Магомедов Магомедрасул Магомедович, в те советские времена очень престижно было иметь два высших образования, имел два диплома, смог реализовать их, воплотить в жизнь, и последние годы своей трудовой деятельности посвятил тоже Абадинской средней школе. Бабушка моя рассказывала, что дед мой был тоже педагогом. Просто маме было всего 2 года, когда она осиротела. Он был фронтовик, поэтому мама практически его не знала. Он заведовал Ботлихским районным отделом народного образования и оттуда был призван в ряды советской армии. Совсем молодым его не стало. А дядя мой, Чиеров Магомедович, те 80-е и 90-е годы преподавал мединститут, окончил мединститут, был преподавателем мединститута, заведовал кафедрой лечебной физкультуры. Он был в числе игроков волейбольной команды Хунзасского района в те времена. Тоже рано ушел из жизни. Мама рассказывала, как она с искренним энтузиазмом обучала детей, видя в каждом из них свой потенциал. Часто мама делилась со мною
об историях своих учениках, как они с трудом осваивали сложные темы, но порой, благодаря ее поддержке, они добивались успеха. Когда я сама стала учителем, мне хотелось пройти через тот же опыт, вдохновленный моими предшественниками. Я выбрала преподавать математику, веря, что знания о прошлом помогают формировать будущее. Я открывала для себя радость общения с детьми, счастье их познания, наблюдая, как они с интересом вникают в предмет и делают собственные выводы. Каждое поколение нашей семейной династии передавало любовь и не только знания, но вместе с тем любовь и частичку себя. Я тоже передала эту частичку своим дочерям, у меня их 4. Я и своим дочерям передала эту любовь и понимание, что профессию нужно выбирать, приносящую пользу обществу и оставляющую что-то светлое, доброе и глубокое. Добрый день. Меня зовут Гусейнова Аминат Гаджиевна. Учитель начальных классов. Работаю в Махачкалинской школе номер 54. Под руководством Мазаевой Шапижат Исаевны, матери первого героя специальной военной операции Нурмагомеда Гаджи Магомедова. Сейчас я с гордостью могу сказать, что мой учительский путь был предопределен с самого детства. Я росла в семье педагогов, и пример моей бабушки и мамы был одним из, извините, я переживаю, был одним из основных для меня. У меня не было сомнений в том, чтобы стать учителем, а пример бабушки помог определиться с профилем. Для меня важно быть путеводителем в жизни подрастающего поколения нашей страны. Добрый день, я Альбекова Айшат Гаджиевна, работаю учителем истории в Зарусинской средней школе. Сегодня, стоя перед вами, друзья, меня переполняет гордость за то, что я потомственный педагог. Для выбора этой профессии, то есть профессии педагога, у меня были яркие примеры подражания. Мой прадед Чаиров Магомед, фронтовик, моя бабушка Чаирова Алтунбека, отличник образования, и, конечно же, моя мама. Если говорить о том, почему же именно история, мой дедушка большой любитель истории и с детства заставлял и еще до сих пор заставляет меня читать и перевести ему статьи по историческим фактам, политические рассказы. И вот я стала учителем истории, потому что по-другому быть и не могло. И я надеюсь, что мои дочери тоже пойдут по стопам своей матери. Добрый день, я Гусейнова Мадина Гаджиевна, являюсь первой золотой медалисткой Зарусинской средней школы. Работаю филологом 12 лет. Я самая младшая в семье. Так как все старшие сестры педагоги, семья решила, что в семье должен быть хотя бы один врач, чтобы я поступила в мед. Но у самой душа тянулась к Пушкину, Ахматовой, чтобы удовлетворить желание семьи и, конечно же, не обидеть себя, подала документы в медакадемию и в Дагестанский государственный педагогический университет, в филологический факультет. Прошла в оба вуза, но все же пошла по зову сердца. Спасибо. Администрация муниципального района Хунзасский район благодарит Магомедову Арайпанат Магомедрасуловну за наставничество, стиль руководства, преданность делу и упорный труд. Спасибо за то, что вы сделали жизнь коллектива школы более насыщенной, полезной и успешной. А для приветствия и поздравления приглашается председатель Организации профсоюзов работников образования Абдулпатах Абакарович. Вам слово.
Дорогие коллеги, я очень рад, что 15-й раз в своей жизни имею возможность, будучи начальником или, как говорить, председателем правкома, поприветствовать своих коллег на августовской конференции. Это большая радость и гордость для меня. Я всегда ваш сторонник и ваш поклонник. Много учителей, от которых я получил хорошие, добрые и пожелания, и знания, и помощь. Если в моей жизни были факты такие же, как я кому-то дал что-то, это, наверное, я буду считать себя очень счастливым человеком. Самое главное, я хочу вам всем пожелать терпения в труде. Да, здесь было отмечено, что неполноценно оплачивается труд педагога. Я с этим вполне согласен. Но, по крайней мере, я могу напомнить вам о том, что президент нашей страны дал указание, чтобы, как говорится, был введен единый тариф оплаты труда по всей стране. На сегодняшний день, вы не хуже меня знаете, есть регионы, в которых, как говорится, разность оклады зарплаты составляет 3,5-4 раза, чтобы вот это все ликвидировать. Поэтому, как говорится, в 2025 году запускается пилотный проект по установлению окладов единой тарифной сетки по всей стране. И это дает большую надежду нам на то, что, по крайней мере, в Госдуме рассматривается вопрос об установлении минимального оклада в размере 2 МРОТ. А вы знаете, что с 1 января МРОТ будет установлен в размере 22 400 рублей. Если этот проект заработает, то ставка учителя будет составлять не менее 40 тысяч рублей. Будем надеяться, что мы дождемся такого дня, когда, как говорится, труд учителя будет, как говорится, оценен по достоинству. Но вы все люди, которые пришли по призванию, поэтому, конечно, зарплата, она имеет свою весомую значимость, но и тем не менее, тот труд, который вы выполняете, она бесценна, и она не может мериться, как говорится, какими-то показателями зарплаты, но и тем не менее, желаю вам здоровья, счастья, чтобы у вас все было в жизни хорошо. А непосредственно касаясь повода, по которому я имею возможность, как говорится, поприветствовать эту замечательную семью, с бабушкой Алтунбекой Чаеровной я был знаком лично, потому что я молодым учителем, когда пришел, этот человек в числе единиц, которые были на, как говорится, учете института, но теперь-то он называется Институт развития образования, он раньше назывался Институт повышения квалификации, и там на доске почета всегда была Алтунбека Чаеровна, она была учителем-методистом, а их тогда было не так много и не так это вручалось, кому попало. И тот научный труд, который был ею разработан совместно с другими учеными людьми, она являлась, как говорится, образцом и честью, и достоинством вообще нашего района и образования. Так что мне очень приятно поприветствовать эту легендарную, можно сказать, семью, династию, и дай Бог, чтобы у них и дальше дети пошли и по стопам, как говорится, своих родителей и достойно представляли педагогическую династию, ну, в данном случае будем говорить Магомедовых. Арепанат Магомедовна, от души приветствую вас и благодарю за ваш труд. Верим, что большинство из присутствующих в зале успешно выполняют миссию не просто дать достойное образование своим ученикам, а ответственно формировать образованность целого поколения. Начинается церемония награждения отличившихся педагогов Хунзасского района. Для церемонии награждения приглашается начальник отдела образования Патимат Хадисовна Гамзатова. Администрация муниципального района Хунзасский район выражает благодарность Курамагомедову Магомедбеку Курамагомедовичу, директору Тлайлузской средней общеобразовательной школы. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на профессиональном поприще.
Администрация благодарит Амарова Залумхана Гасановича, директора Хунзасской средней общеобразовательной школы номер 2. Вам желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов на профессиональном поприще. Администрация выражает благодарность Пхабибовой Патимат Магомедовне, директору Абадинской средней общеобразовательной школы, за высокие профессиональные достижения и отличные результаты учащихся на государственной итоговой аттестации. Благодарность выражается Хаштиховой Раисат Амаровне, директору Хунзасской средней общеобразовательной школы номер 1. Администрация благодарит Абдулкадырова Мурада Магомедовича, директора Танусинской средней общеобразовательной школы номер 1. Патимат Хадисовна, вам спасибо большое. Для церемонии награждения приглашается председатель собрания депутатов Магомед Гаджиевич Магомедов. Администрация выражает благодарность Магомедову Ахмеду Микаиловичу, директору Аратинской средней общеобразовательной школы на государственной итоговой аттестации. Выражается благодарность Акилову Мураду Казбековичу, директору Харахинской средней общеобразовательной школы, за высокие достижения и отличные результаты учащихся на ГИА. Благодарность выражается Нурмагомедовой Заире Магомедовне, директору Ахалчинской средней общеобразовательной школы. Администрация благодарит Гимбатова Гимбата Хучбаровича, учителя Хунзасской средней общеобразовательной школы номер 2, за работоспособность, терпение и профессионализм при проведении ГИА. Администрация Хунзасского района благодарит Абдулкеримова Магомеда Магомедовича, учителя Ахалчинской средней общеобразовательной школы. Администрация выражает благодарность Арбулиевой Наиде Магомедовне, учителю обществознания Хунзасской средней общеобразовательной школы номер 1, за профессиональное мастерство, педагогические таланты и качественную подготовку обучающихся в ГИА. Грамотой администрации Хунзасского района награждается Инусова Зарема Инусовна, руководитель Центра образования «Точка роста» Абадинская средняя общеобразовательная школы, за популяризацию дополнительного образования в районе и достигнутые успехи в конкурсном движении в Республике Дагестан и России. Для награждения приглашается Кайтмаз Рашидудинович. Администрация выражает благодарность Шамхаловой Асият Магомедовне, делопроизводителю Гацатлинской средней общеобразовательной школы. Администрация района благодарит Газиеву Багжат Муртазалиевну, учителя начальных классов Касской основной школы. Выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за внедрение современных инновационных технологий в учебный процесс. Администрация выражает благодарность Исмаилову Ахмеду Магомедовичу, учителю физической культуры Гацатлинской средней общеобразовательной школы. Выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за личный вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни и высокие результаты воспитанников на районных и республиканских конкурсах и соревнованиях.
Администрация Хунзасского района выражает благодарность Магомедову Гаджи Авдибирову Магомедовичу, учителю физической культуры Хунзасской средней общеобразовательной школы номер 1. Администрация благодарит Раджабова Магомеда Магомедовича, учителя физкультуры и ОБЗР Бутринской средней общеобразовательной школы номер 2. Администрация района выражает благодарность Гусейнову Гамзату Магомедалиевичу, учителю математики Хиндакской средней общеобразовательной школы. Выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за внедрение современных инновационных технологий в учебный процесс. В церемонии награждения приглашается Нурмагомед Масудгаджиевич Задиев, глава Хунзасского района. Выписка из приказа Министерства просвещения Российской Федерации о награждении ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации работников образовательных учреждений Республики Дагестан. Наградить ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации работников образовательных организаций Республики Дагестан. Амарова Хадижат Магомедовна. Присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Абдулатипова Зульфия Магомедовна, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения Танусинская средняя общеобразовательная школа имени Шахруддина Шамхалова Хунзасского района. Присвоено звание «Почетный работник сферы образования». Акилов Мурат Казбекович, директор Харахинской средней общеобразовательной школы имени Гаджиева, Гайдара Гаджиева Хунзасского района. Гаджиева Патимат Махачевна, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения Аранинская средняя общеобразовательная школа-интернат. Гаджиева Хадижат Иманшапиевна, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ахалчинская средняя общеобразовательная школа Хунзасского района. Гусейнова Айшат Магомедовна, учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ахалчинская средняя общеобразовательная школа Хунзасского района. Дайтова Загра Дайтовна, учитель Харахинской средней общеобразовательной школы имени Гайдара Гаджиева Хунзасского района. Исмаилова Патимат Магомедовна, учитель Гацатлинской средней общеобразовательной школы Хунзасского района. Магомедова Патимат Дибировна, учитель Кавской основной общеобразовательной школы. Муминов Мумин Магомедович, учитель Абадинской средней общеобразовательной школы Хунзасского района. Нематулаева Патимат Максудовна, учитель Аранинской средней общеобразовательной школы-интернат имени Расула Гамзатова Хунзасского района. Хваджаева Халисат Хваджаевна, учитель Харикалинской средней общеобразовательной школы Хунзасского района.
Магомедова Карият Гайдарбековна. Магомедова Карият окончила педучилище в 1986 году. С сентября 1986 года работала учительницей начальных классов Гацатлинской школы. Учитель высшей категории, призер конкурса «Учитель года». Была награждена грамотами школы и района за творческую деятельность. Являлась учителем-наставником. Сегодня ее опять ждет награда, но, увы, посмертно. Для вручения награды приглашается ее племянница, учитель Гацатлинской школы Магомедова Рахмат Юнусовна. То, что здесь, о чем говорили, электронный дневник, электронная система образования, мы же об этом говорили, начиная с 2019 года. Я говорил, переходите, надо переходить, начиная с 2018-2019 года, говорил. Это очень полезно и для учителей, очень полезно в первую очередь для родителей. Сейчас все жалуются, что в образовательный процесс не могут вовлекать родителей. А как вы их собираетесь вовлекать, если у нас нет электронного дневника? Если мы... родители, когда домой приходит ребенок, то дневник теряется, то лист пропадает, там, то промокает дневник, то еще что-то, то 5-е, 10-е, то учительница забыла отметку поставить и так далее, и тому подобное. И что домой задали, не задали, практически дети же не говорят, мы же все были детьми, все же знают, как это все происходит. А если будут электронные дневники, каждого родителя не будет выхода не смотреть в телефон, хотя потому что он каждый день вечером смотрит сериал, между сериалами, между рекламой, хотя бы он будет смотреть телефон и посмотрит, насколько его ребенок сделал или не сделал домашнее задание. Второй вопрос, когда мы готовим медалистов. Все же учителя знают, как мы готовим медалистов, как мы бегаем последние ночи, заполняем журналы. Это же всего же не будет. Это всего не будет. Это будет стимулирование детей к учебе. С самого первого дня дети будут учиться, зная, что электронный дневник, он будет доступен всем. Невозможно там исправление делать или что-то делать. Это дополнительный стимул для наших детей, чтобы они учились. Что касается педагогических студентов педагогического вуза, конечно, 16 человек учатся, мы очень рады, что они учатся, но они все на социальных факультетах учатся в основном. Нету ни физиков, нету ни математиков, нету ни химиков, ни биологов, нету. А что такое домашнее обучение? Почему родители предвыпускных детей берут на домашнее обучение? Это же для нас позор. Я так думаю, что это позор для нас, это недоверие нам, поэтому детей берут домой на домашнее обучение. От этого надо отойти, надо делать так, чтобы эти родители, тех детей, которые дома учатся, чтобы их приводили в школу. К этому надо стремиться. А что у нас не хватает? Что у нас какой-то базы нету, которая есть у кого-то дома? Или чего-то не хватает у нас? Или учителей не хватает? Или компетенции у нас нету? Что у нас не хватает? Все у нас есть. А детей, более того, детей, которые учатся в классе, где 3-4 детей. Не это ли домашнее обучение? А что еще такое домашнее обучение? Где 1, 2, 3 выпускника в одном классе, в выпускном классе. И когда здесь сравнивать, Падмат Хадисовна, конечно, я был бы на месте Раисы Дамаровны, возмутился бы здесь. 25% выпускников – это одна школа. 25%, четвертая часть всех выпускников – это первая школа. И все выпустились с дипломами, то есть с аттестатами. А где 5 детей или 3 детей, половину не сдали, не получили аттестаты. Или где один ребенок, более того, не получил аттестат. Вот об этом надо говорить сегодня. С этого надо начинать. Этих людей надо награждать, этих людей надо поддерживать. Всех, кто учится в первой школе, то есть работает в первой школе, их нужно поддерживать. Почему? Потому что 25% всех выпускников этого года, 108 человек сдавали ЕГЭ, 30 человек почти сдавали в первой школе. Вот это заслуга, я считаю. Это заслуга, это очень тяжелый труд, где в классе по 20-25 учеников, а где в классе по 3 учеников, а вообще где 1 ученик в классе. Для чего мы портим наших детей? Чему мы их учим? Чему мы их введем? Мы же здесь говорили, адаптация. Какая у них адаптация может быть в жизни? Что у них может быть? Вот к этому надо стремиться. Я думаю, что эти все вопросы и другие вопросы у нас появятся, когда будет
когда мы будем решать основную задачу образовательного учреждения, это дать образование нашим детям. Вот это самая главная наша задача. Я вам желаю терпения, успехов, удачи в следующем году. И те достижения, которые мы плохо или хорошо достигаем, вы их поддерживаете, зарплату поднимут. Я думаю, что этот вопрос у нас стоит всегда на первом месте. И у президента Российской Федерации сегодня тяжелое время. Сегодня наша страна воюет. В состоянии войны мы сегодня находимся. Об этом тоже мы не должны забывать. Мы не должны забывать, когда поднимаем вопрос тех ребят, которые защищают нашу Родину. Не жалея себя, не думая ни о чем. Все говорят, там зарплату. Да почему все не идут, если зарплату получают? Туда не за зарплату люди идут, туда идут люди за идею, за то воспитание, которое они получили в наших семьях, в наших школах, в нашем обществе, которое они получили. Поэтому они туда идут. Огромное спасибо директорам и учителям, которые в этом году, несмотря ни на что, может быть, и денег не хватало, может, какие-то проблемы были, отремонтировали школы, подготовили школы, садики к приему наших детей. Не всегда это все бывает возможно. Когда бывали возможности, мы ни о чем, никому ничего не говоря, всем давали деньги. Да, есть какие-то трудности, это нужно понимать. Это педагоги, в первую очередь, они тоже должны понимать, какая ситуация у нас в стране. Вы же вспомните 40-е годы, 40-45-е годы. Как наши родители жили, как наши родители обучали наших детей. Эти времена же тоже могут прийти. Мы же завтра не знаем, что будет, как будет это все. Поэтому в первую очередь желаю мирного неба, чтобы побыстрее закончилась война, чтобы мы могли приступить к воспитанию нашего подрастающего поколения, обучению нашего подрастающего поколения, и чтобы они всегда благодарными выходили из школы и благодарили вас не только 10-15 лет, как Магомедович сказал, еще 40-50 лет, чтобы вас благодарили эти дети. Желаю вам удачи, успехов. Всего хорошего. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всю команду, которая проводили единый государственный экзамен. Я в этом году была участником ЕГЭ, я видела, какими трудностями встречаются наши ребята. Огромное вам спасибо, Мурат, другой Мурат, Раджабов, и еще кто там, Имат. Просто вот искренне благодарна этим ребятам, то, что они делают, это огромными словами просто не передать. Те бумаги, вот на самом деле бумага, то, что мы сейчас вручили грамота, никакими грамотами не поблагодарить этих ребят. Это огромный труд. И всю команду тоже. Уважаемые коллеги, вы видели, что мы перешли на другой формат проведения всего. Мы как бы вещи начали называть своими именами. Как-то начали мотивировать учителей, директоров. Также начали выделять лучших и худших. Нашими презентациями вы можете ознакомиться. Также познакомить в своих коллективах, провести педсоветы, и мы вам можем предоставить наши презентации тоже. Но сегодня мы докладами, вот вы сами видели, основном, на что вот с первого дня мы должны обратить внимание, вот об этом мы говорили. Цифровизация – это задача номер один. Какие плюсы и какие минусы мы озвучили, и вы сами тоже видели. Почему? Потому что наш район к этому формату перешли уже в прошлом году. Вот в республике есть районы, которые вообще понятия тоже не имеют. Ну, так скажем, альхамдулилля, мы уже на правильном пути. Вам всем огромное спасибо. Огромное спасибо за подготовку школ и садов. Вот Масуд Гаджиевич озвучил. Вот осталось несколько школ, садов, где мы не были за этот период. Иншаллах рахман, на первые дни сентября постараемся побыть в каждом образовательном учреждении. Вам здоровья, вам благополучия. Пусть в вашей жизни все будет так ярко, красиво, как сегодня. День. Дорогие участники конференции, наша работа подошла к концу. Поздравляем вас с началом учебного года. Спасибо вам за личный вклад в систему образования Хунзасского района. Пульс на старте, к новым вершинам. До новых встреч.